Проводится осмотр места происшествия и изъятие свертка с наркотическим содержимым. Это оперативная съемка. На ней видно, что сотрудники обнаружили на территории колонии номер 1 2 полиэтиленовых свертка. Это наркотики. Подарок решили перекинуть через забор, надеясь, что адресат его найдет, как под елочкой на Новый год. Но этому не дано случиться, так как зона круглосуточно охраняется. И работники УФСИН знают, что есть Деды Морозы, которые периодически перебрасывают подарки. В целом ведомством проводится большая работа по недопущению проникновения на режимную территорию исправительных учреждений запрещенных предметов. Крайний случай был 20 числа, попытки переброса. Значит, злоумышленник в ночное время, воспользовавшись темным время суток, подошел на запретную зону и перебросил через основное ограждение линии охраны 2 свертка. Наркотики через забор перебрасывают в ночное время суток. Обычно обматывают скотчем. Это была далеко не единственная попытка передать заключенным наркотики. 12 августа был аналогичный случай. Мужчину задержали через несколько дней. Именно этот мужчина перебрасывал наркотическое вещество. На видео следственный эксперимент. Он показывает, как подъехал к колонии и закинул сверток. Практически все задержанные, как в один голос, утверждают, что помогали своим знакомым на зоне. Мол, сильно просят, грех не помочь. Закон суров и отправляет таких почтальонов на зону на несколько лет. Там они уже лично могут помогать своим друзьям. Были случаи попыток передачи запрещенных предметов с использованием пневматических пушек. Граждане были задержаны, пушки изъяты. Перебрасывают через забор колонии не только наркотики. В этом году было пресечено 26 фактов переброса гашиша, 12 литров алкоголя и 35 телефонов. Всего за попытку доставки в учреждение запрещенных предметов задержано 25 человек, из которых 14 привлечены к административной ответственности, 9 к уголовной и 2 гражданина ожидают суда. Альмира Синди, Культигина Шина, 8 канал ТВ.